Приветик, ребятки! Здорово, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей», Вещаем дома, соблюдая все меры предосторожности. в том числе и информационный. Ну а на страже твоих главных новостей Аня Шокова. И Никита Гуров. Ну а вот что нам подготовили наши корреспонденты. Сегодня в выпуске: какой он режим самоизоляции в Сибае? Кто ходит в музей в тапках? Что же самое главное в приготовлении одного из самых простейших блюд? И без каких изобретений теперь просто не обойтись? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 20 мая. Сегодня день рождения у джинсов. Им исполняется 147 лет. История джинсовой ткани насчитывает более 200 лет, и многие поколения выросли на таких практичных штанах. А теперь мы дошли уже даже до того, что на уроках сидим в джинсах. Но, правда, никому не похвастаешься. Вот они, минусы дистанционки. Первые джинсы пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей, потому что в них было много карманов, они были прочные, с усиленным швом. Первая пробная партия разлетелась максимально быстро, но затем и другие работники, которые представляли другие сферы, начали закупаться этими вещами как спецодеждой. Вот так вот практичное изобретение быстро перекочевало в повседневную жизнь. Возможно, в скором времени в наш ежедневный обиход войдет изобретение сибайских инженеров местного производства. Предлагаю посмотреть следующий сюжет. Сегодня каждый знает, что долго ходить в медицинской маске некомфортно. Но куда деваться? Если мы с вами надеваем ее на несколько минут или максимум на пару часов, то врачи в таком виде проводят очень много времени. Плюс ко всему в их повседневное обмундирование добавились медицинские защитные очки. Некомфортно. 12 часов в день. Вот. Глаза устают, потери, видимость плохая. Школьник из канадского города Ванкувер придумал специальный держатель для маски. Он снимает напряжение в области ушей от резинок медицинской маски и застежки защитных очков. Это изобретение быстро разлетелось по всему миру. В Сибайском детском технопарке Технотерра тоже решили помочь местным врачам и начали печатать заколок для масок на 3D-принтерах. Многие медицинские работники жаловались на потеки в ушах при долгой эксплуатации масок. Сейчас она необходима, маски. И мы учли эти жалобы и изготовили вот такие вот приборы, которые ставятся за ухо. Вот так вот. Тут натяг регулируется. И вот таким вот образом ставится. И вот мы начали изготавливать на 3D принтере. Была сделана трехмерная модель. Ну и принтер печатает. На одну такую штуку уходит 1 час. Устройство представляет собой пластиковую полоску с 4 парами выступов. Приспособление помещается на затылок, а резинки масок цепляются за него. При этом можно менять положение резинок и вместе с тем регулировать силу, с которой маска прилегает к лицу. Спасибо большое за внимание к нам, к медикам, за это приспособление для нас новое, необычное. Надеемся, что оно нам принесет пользу какую-то, что облегчит наши трудовые будни, какое-то сделает более комфортное наше пребывание постоянное в масках. А еще в Сибайском технопарке Технотерра начали изготавливать другое приспособление для врачей, между прочим, не менее важное. Это ободки для защитных экранов для лица. На сегодняшний день они уже переданы в Центральную городскую больницу и активно используются. Будьте здоровы! Татьяна Никитина из города Сибай специально для «Горы новостей». Интересная штука, а главное полезная. Прямо как наша передача. Да, поэтому мы не сбавляем обороты, а продолжаем наш информационный подъем.
В Уфе закрыли Советскую площадь. И началась установка памятника генералу Шаймуратову. Примечательно, что именно на Советской площади советский военачальник получил посмертно звезду Героя России. Случилось это в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мне кажется, когда я выйду из дома после карантина, я просто уже не узнаю нашу Уфу. Ну а площадь будет выглядеть примерно вот так. А как будет выглядеть после режима самоизоляции наш коллега Руслан Николаев, даже представить сложно. Он уже вовсю прокачивает свои кулинарные навыки. Следующий сюжет противопоказан тем, кто сейчас смотрит нашу передачу на голодный желудок. Я, Руслан Николаев, ведущий «Горы новостей», буду делать яичницу по своему супер крутому авторскому рецепту, или то, что я нашел в холодильнике, то и запихнул в этот рецепт. Сыр, бекон какой-то, мясо, да, вот у нас грибы тут есть, вот есть яйца, я обычно беру 2, потому что почему бы и нет. Есть кетчуп, логотип показывать не буду, есть всякие пакетики, там перец, там желтый, зеленый. Собственно, в чем гениальность моего авторского рецепта? В том, что мы берем одну вот такую вот емкость, да, и там смешиваем все. То есть мы берем сейчас сюда яйца, выливаем, сыры, колбасы, продукты, в общем, сейчас сыр. Да. Ладно, я, пожалуй, возьму его так. В общем-то, в чем прикол, да? Мы, когда все перемешиваем, у нас все будет потом очень равномерный. Когда вы уже все положили, перемешайте. Вот. Самая классная штука, которая есть в этом рецепте, это то, что сыр будет в серединке яичницы. И когда вы будете кушать, будет прям классно, потому что сыр, он будет растекаться, и он будет внутри, это прям класс, балдеж. На 3 надо поставить, да, на 3. Вот, и накрыть крышкой. В общем-то, я нашел вот только вот такую крышку, но это, в принципе, к лучшему, как говорит моя мама. Как бы лучше все-таки взять на вырост. Просто оставляем ее на самотек, как бы как я оставляю свои оценки по математике на самотек в конце года, так мы оставляем эту яичницу. С вами был Руслан Николаев, специально для Горы новостей. Поняли, какой самый главный ингредиент? Конечно же, юмор, и так во всем. Ну, не будем отходить от серьезных новостей. Хоть сейчас все настроены на лето и на каникулы, самые продвинутые и продуманные школьники уже вовсю готовятся к следующему учебному году. В Уфе начался набор в уфимские классы с газовой направленностью. Напоминаю, что нефтегазовая промышленность одна из самых перспективных у нас в стране. Всего в России функционирует около 30 таких классов. Главная цель такого образовательного проекта – подготовить замотивированных и готовых работать 10 и 11-классников, чтобы в будущем устроиться на успешную работу. Давай расскажем, что делать и куда поступать, если у вас физико-химический склад ума. В Республике Башкортостан такие классы построены на основе инженерного лицея номер 83 Матвея Пинского. Ребята изучают не только обычные предметы, но и профильные, а еще регулярно выезжают на экскурсии на производство. А прямо сейчас предлагаю посмотреть музейную экскурсию прямо в тапках. Всероссийская сеть интерактивных музеев «Россия. Моя история» запустила челлендж «Музей в тапках». В нем принимают участие все желающие. Просто выкладывают на своей страничке в соцсетях фото или видео старинных предметов, сопровождая небольшим рассказом. Наверняка у вас дома тоже есть такие штуки. Это может быть все что угодно. Дедушкин орден, старинный сундук, бабушкина вышивка или расписной самовар. В акции уже приняло участие 322 человека из 20 регионов. Или у вас огромная коллекция бегемотиков из киндер-сюрприза. Возможно, в каком-то путешествии вы нашли действительно уникальный артефакт. Исторический парк «Россия. Моя история» и волонтеры культуры запускают уникальный челлендж. У каждого есть предметы с интересной историей, которые достойны стать музейными экспонатами. Свой рассказ нужно уложить в минуту. Это главное условие челленджа. Я тоже решила присоединиться к такой необычной акции. У меня дома есть вот такая вот кассета VHS. Она была одним из самых популярных символов поп-культуры 80-х. Эта кассета позволила людям смотреть кино дома или записывать его с телевизора. Самые интересные предметы и рассказы о них станут частью мультимедийных выставок, которые пройдут в исторических парках «Россия. Моя история» по всей стране.
после снятия режима повышенной готовности. Присоединяйтесь к флешмобу. Вместе мы создадим самую необычную виртуальную выставку и сами станем героями и войдем в историю. Аделия Батульна, специально для Горы новостей. Аделя, спасибо. Обязательно займусь чем-нибудь похожим, ведь во время самоизоляции, во время генеральных уборок я нашел у себя много интересных артефактов. А вот что я нашла на просторах интернета. В Уфе скульптурам фонтана 7 девушек надели маски. Сейчас это обязательная мера, ведь если вас в общественном месте заметят без маски, первый штраф будет от 1000 до 3, повторный будет от 3000 до 5000. А сейчас давайте посмотрим, как проходит режим самоизоляции у наших коллег из Сибая. Хоть и сейчас и режим карантина, но это не повод унывать и забывать об учебе. Я занимаюсь на сайте Учи.ру. Каждый день учитель посылает задания, и я их выполняю. Мне очень нравится сайт Учи.ру, все задания красочно оформлены и увлекательные. За время карантина я сделала новую коллекцию нарядов для кукол, название «Нежность». Еще я очень люблю играть в куклы со своей младшей сестренкой. Катать малыша на качелях. Играть в нашем дворе с братом и сестрой. Так, а почему вы так долго убираетесь? Черепашку. Будьте здоровы! С вами Алина Корнеевич. Алина, спасибо! А на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Никита Гуров И Аня Шакова. Включай нас каждый день, будь на вершине событий и оставайся дома. Пока-пока. Пока-пока.